Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко бодрым шагом направляются на Брехаловку. Время поджимает, потому что визит в республиканскую больницу затянулся, а до торжественного прибытия поезда Диаскурия буквально час. По сложившейся традиции прогулка начинается с кофе. Сергей Кириенко пьет сладкий, одновременно изучая проекты реконструкции столичной набережной от российских и абхазских архитекторов. У нас готовы уже проекты и договорились, вот Бадр Зурабович дал соответствующее поручение о том, что все проекты реконструкции и восстановления легендарной Сухумской набережной будут выставлены на всенародное обсуждение. Сейчас работу ведут архитекторы, да, и Абхазии, и России. Вот они в течение месяца это закончат, и будут выставлены информационные стенды, чтобы любой житель города Сухума, Абхазии, любой приехавший турист имел возможность посмотреть, сказать свое мнение, дать какие-то свои предложения. Буквально 10 минут на кофе, и делегация направляется дальше. Но далеко уйти не удалось. Представители старшего поколения не могут отпустить гостей без поздравлений. Какое счастье, что вы с нами сегодня, 1 мая. Я маленьким ребенком был, в мае проходил. Я рад, что такого президента имеем, таких людей имеем. Будьте счастливы, будьте здоровы. Шагом за, шагом кончается. Я рад вас видеть. Восстановление набережной в районе Колоннады пройдет при финансовой поддержке Республики Башкортостан. Сергей Кириенко осматривает восстановленную вазу. Раньше такие стояли на всех постаментах между фонарями. Таких ваз будет 80, они выполнены из башкирского мрамора, а вот каменную облицовку восстановят из местного абхазского камня. Есть 3 карьера, 2 карьера посмотрели, камень не подходит из Лесникова. Сейчас 3-й поедут, посмотрят. Если подходит, то слава богу, тогда будет камень местный, чтобы облицовывать. Ну да, сюда нельзя тащить другой камень, надо делать местным камнем. Нам даже нашли 4-ю уже. Да? Мы уже и на 4-ю поедем. То есть, короче, Башкортостан привез свои станки, они будут резать, если все хорошо. И будет развивать карьер, собственно. Как скажете. Кстати, потом почему нет? Спасибо. Это будет. Российские бизнесмены абхазского происхождения присоединились к инициативе по восстановлению набережной. Так, IT-предприниматель Вахтанг Тужба планирует создать место отдыха и гастрономии в комплексе морского порта. В данный момент он ждет заключения специалистов о состоянии здания. Другой бизнесмен и меценат Беслан Агарба взял на себя восстановление части набережной. Мы приведем в порядок все вот эти парапеты, все вот эти вот светильники, с правой стороны светильники. Отшлифуем то, что еще целое. Понимаете, что не хочется все новоделом делать. Понятно, чтобы это сохраняло благородную старину, чтобы сохраняло. Вот, все это мы сделаем, так что, в общем, Спасибо. Спасибо. Меня очень порадовало, мы об этом в прошлый раз говорили, чтобы все-таки в восстановление легендарной Сухумской набережной вкладывались не только российские города и российский бизнес, но и выходцы из Абхазии, работающие в России крупные бизнесмены абхазского происхождения. Вот это уже стало происходить. Мы сегодня увидели первые 300 метров Сухумской набережной, за которую берет на себя, значит, работу абхазский бизнес в России. Мне кажется, это очень правильная история. Очень правильный пример, если к этому будут присоединяться все, ну и договорились вот и с Бадром Зурабовичем, и с мэром города Тимуром Михайловичем о том, что будет предоставлена возможность, ну, у людей разные возможности, кто-то может взять 100 метров или 500 метров набережной, кто-то может взять одну лавочку или один вазон на этой набережной, но это все равно вклад каждого человека, и это, знаете, такая, ну, общая программа, когда каждый и житель города, и приехавший гость города может внести вклад в то, чтобы вот этот уникальный исторический облик не только сохранить, восстановить и развивать. Вот это меня сегодня очень порадовало в праздник. Сразу несколько регионов России принимают участие в восстановлении столичной набережной. Это республики Татарстан и Башкирия, Краснодарский край, Москва, Нижний Новгород и Самара. Теперь в этом масштабном проекте поучаствуют и бизнесмены из Абхазии. Надежда Боровикова, Валерий Квиквискири и Нала Гухава, Абаза ТВ.